Суточный прирост лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Коми – 50 человек. Примерно такое же количество заражений, к слову, наблюдается последние 3 дня. Однако накануне увеличилось количество летальных случаев – +3. Общее количество жертв с начала пандемии теперь 33. Текущую эпидемобстановку и другие важные новости региона в своем ежедневном видеообращении прокомментировал исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации, что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 3513 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 50 человек. Все случаи зафиксированы в Воркуте и Усинске. Под медицинским наблюдением находится 2852 человека. Выздоровели 1782 человека. За сутки выздоровело 51 человек. В Коми продолжается благоустройство общественных мест в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году в городах и районах республики будут благоустроены 15 скверов. Это будут комфортные зоны отдыха с обновленными пешеходными дорожками, современным освещением, арт-объектами и большим количеством зеленых насаждений. Уверен, что они станут местом, куда будет приятно прийти отдохнуть всей семьей. В Сыктывкаре, например, уже началось благоустройство площади около центрального бассейна. Здесь гранитом вымостят центральную часть, увеличат аллею, ведущую к стадиону, установят новые часы и светильники, отремонтируют стелу олимпийцам, поставят качели, высадят хвойные и лиственные деревья. Всего же в республике в этом году в рамках нацпроекта благоустроят 111 общественных пространств. В их числе памятные места и площади, спортивные и детские площадки. Предприниматели из Сыктывкара и Сыктывдинского района стали победителями конкурсного отбора проектов по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 5 частных детских садов получат гранты на открытие 142 дополнительных мест уже в этом году. Общая сумма грантов – 17,5 миллионов рублей. Выделенные из республиканского бюджета деньги позволят частным детским садам получить лицензию и осуществлять образовательные программы. Такой механизм поддержки частных детских садов позволяет не только создавать новые места для детишек, но и развивать частный сектор в образовании. И еще одна новость. Житель республики удостоен государственной награды. Мотову Владимиру Петровичу, электрогазосварщику из Ухты, присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Всегда приятно, когда труд жителей республики получает такую высокую оценку на федеральном уровне. В нашей стране произошло по-настоящему историческое событие. Состоялось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Большинство россиян поддержали вносимые поправки. Хочу поблагодарить жителей республики, пришедших на участки и высказавших свою позицию. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел вам сказать сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.